В сентябре 2020 года вы были приняты членом Союза писателей России. Совершенно верно. Да. Каким образом проходит вот эта процедура вступления в Союз? Ну, вообще есть процедура стандартная. Это для того, чтобы вступить в Союз писателей, необходимо, чтобы было 2 публикации, 2 книги, да, и какая-то, ну, то есть не менее 2 книг, не то что обязательно 2, да, но не менее 2 книг должно быть, которые выходят в официальных, ну, присваивается такой номер, там, ICBN такой называется. То есть не просто где, а бы где напечатано, опять же в определенных типографиях должно быть, да, напечатано, который присваивается вот этот номер, который распространяется и так далее. Вот, то есть это одно из условий. Потом необходимо, чтобы была публикация какие-то в периодических изданиях, какие-то журналы, газеты и так далее. Вот, ну и рекомендации необходимы от Союза писателей, регионального Союза писателей, куда ты собираешься вступить. Вот, но я немножечко по другой процедуре проходила вступление у меня. Просто у нас в декабре-ноябре 2019 года в Республике Коми проходил всероссийское совещание переводчиков, вот, молодых там, переводчиков там было. Приезжали члены Союза писателей России, заместитель председателя России, приезжали, возглавляли там группы, работали в разных направлениях, и поэзия, и проза. Вот, и по результатам вот этого совещания переводчиков меня пригласили для участия во всероссийском совещании молодых литераторов, которое проходило там в Москве, там говорим, в Москве, в Химках. Вот, и уже по результатам его меня рекомендовали сразу к вступлению в члены Союза, ну, то есть Союза писателей России. То есть я немножко перескочила вот этот вот, скажем, те ступени, которые нужно было пройти, я немножечко их перескочила, вот по ускоренной, скажем так, процедуре меня приняли. То есть это совершенно новая такая процедура, это вот продвинул у нас, возглавляет Союз молодых литераторов Тимофеев Андрей. Вот он продвинул вот эту вот, идею, что может быть по ускоренной процедуре принимать молодых литераторов, потому что получилась очень большая прослойка, разрыв между поколением более старших писателей и молодых. И получилось вот как-то отсутствует вот это среднее звено, и уже сам председатель Союза писателей России, он говорит, нам нужны молодые люди, а вот из-за того, что такая долгая процедура, мы немножечко теряем, и поэтому они придумали вот эту ускоренную процедуру, собственно. Вот так. То есть результат для вас не был неожиданностью, что вы были приняты членом Союза? Нет, он был неожиданностью, потому что не всех же рекомендовали. Вместе со мной рекомендовали Алену Нестерову, у нас, знаете, да, пишущая на Коми у нас девушка. Вот мы вдвоем были по результатам этого всероссийского совещания молодых литераторов, мы только 2 были рекомендованы, а ездило-то нас больше. Вот. Но просто у каждого, как говорится, свои плюшки получились там в итоге. Там, кому-то там еще дальше рекомендовали, кому-то там, печать в толстых журналах, как говорится, да, презент. Ну, почему так? Каким образом вы узнали об этом решении? Каким образом сам автор узнает о решении? То есть принято или не принято? Это где-то публикуется информация или когда обзванивают авторов? Мне пришло письмо из Союза писателей России, вот как раз Тимофеев, как председатель этого Совета молодых литераторов, он мне прислал официально, да, что вот тебя приняли, тогда-то рассмотрели. Вот, но до этого уже не было немножечко уже как неожиданности, потому что мне Андрей Гильевич Попов, вот, наш заместитель председателя Союза писателей Республики Коми, он мне позвонил, как уже сказал, смс-ку прислал, поздравляю, мы за тебя рады. Вот. Но документы, когда отправляла, все равно как бы есть вопрос, повисает, да, могут же принять, а могут и не принять. Потому что то, что тебя рекомендовали, это не означает, безусловно, что тебя в любом случае примут. Это нет. Вот, это означает лишь то, что ты рекомендован. Вот, просто по ускоренной процедуре. Ну и когда пришло решение, то, конечно, это было вообще. При каких обстоятельствах? Что вы в этот момент делали? Вот открываете смс-ку. Я была дома, не знаю, я была очень рада, я кричала. Было с кем поделиться? Да, у меня сестра была рядом. Вот, и, в общем, конечно, было очень так радостно. Я маме сразу позвонила, очень мама за меня там переживала, это всегда, вот, и очень радостно, и папе сказала, в общем, все очень, и бабушка, не знаю, в общем, мне все, конечно.
На деле это каким-то образом влияет на дальнейшее творчество автора? То, что вы приняты членом Союза писателей? Не знаю, мне кажется, это просто какой-то сразу груз на тебя, груз ответственности. Статус какой-то, ответственность да. какая-то. Потому что уже, как говорится, чувствуешь, что мир зависит от тебя в том числе. Вот. До этого как-то немножечко относишься расслабленно. Грубо говоря, знаете, я раньше просто носила погоны, да, я работала в прокуратуре. Вот здесь примерно так же ощущаешь, такие же погоны на тебя так повесили. Вот. То есть если я в этих погонах, я уже не могу себя вести как пацан, как пацанка, да. Я уже должна себя вести как ответственно. Кроме этой книги у вас какая книга еще выходила? Одна пока. Одна книга, да, вышла. Я вот все работаю, до второй. Я все хочу. Ну, так вот, самоздатом какие-то выходили, но такие. Вот, ну и печать у меня была в периодических изданиях. То есть, да, я перескочила вот эту вот вторую книгу, я ее перескочила, конечно. Но я хочу ее издать, я там собираю, подгребаю материал. Просто теперь уже, может быть, если бы и раньше, вот действительно я ее написала, я бы, наверное, более с прохладцей как-то отнеслась и не так ответственно относилась к тому, что я собираю эту книгу. А теперь я же уже чувствую, я же уже теперь как член Союза писателей должна это публиковать. То есть я понимаю, что каждая там буковка, надо очень ответственно относиться к этому вопросу. И уже, конечно, более серьезный подход, скажем, к тому, что ты набираешь в книгу. Расскажите о написании пародии на стишок Дауна. И как эта пародия повлияла на дальнейшее ваше творчество? Это судьбоносная встреча. Поясним зрителям, кто такой Даун. Вот, просто это вообще с этого началось то, что я стала писать. Потому что, я говорю, вернее, так, я начала писать с того, что я приобрела компьютер. Да? То есть просто я приобрела компьютер, появилась возможность выходить в интернет, общаться со своими друзьями где-то по интернету, и мне просто по интернету сбросили ссылку. Пройди, посмотри, забавный стих. Ну, там, не буду говорить, кто, не важно, в общем, друг просто прислал, что зайди, посмотри. Я зашла по этой ссылке, прошла, там был стишок вот такого поэта, который, пишет под ником Даун. Я не знаю, кто этот человек, где он живет, да? Я знаю, что он где-то там в России, он пишет на русском языке. Вот, и стих был такой, я весь его не помню, я говорю, поскольку это был судьбоносный стих для меня, как оказалось, то, что помню. Юношу били на стройке водопроводной трубой, один пинал его слева, и справа пинал другой, что-то там баба с авоськой полный укур, что-то, и пнула что-то тоже, что-то там легонько, а дура езду. Что-то вот такое произведение. Конечно, я уже полностью не помню все. И оно действительно было смешно, поэтому я на него написала какую-то там пародию. Вот, я ее разместила. Вот, а там тоже оттуда, мы стали общаться с этим человеком, который там написал, и он мне написал, что, пародию писать легко, ты попробуй сама напиши, разместись, чтобы и на тебя тоже, говорит, все хорошо, все замечательно, да, вроде пародия это хорошая, ты сама-то здесь зарегистрируйся, чтобы я пришел и тоже на тебя написал какую-нибудь пародию. Вот, и в итоге я что-то написала и разместила. Сначала это было, может быть, чисто вот такое, как это сказать, на слабо, да? Вроде бы как, он мне говорит, аж слабо тебе, а не слабо. Вот, и, в общем, вот так. А до этого, конечно, я стихи где-то я в детстве писала, потом был большой очень перерыв, я не писала, потом что-то делала какие-то переделки песен, там, на выпускной, там еще что-то. Но вот как таковые стихотворения я не писала. И вот этот вот человек, который взял меня на слабо, он меня, в общем, заставил написать стихотворение первое. Такое вот. И действительно там зашел, написал там потом рецензию, как так, потом стали общаться. А потом вы выяснили, кто этот человек оказался? Да, выяснили, конечно. Да, мы встречались, я ездила в Санкт-Петербург, просто оказались вот они из Санкт-Петербургского, у них кружок такой литераторов, там есть молодых тоже. Вот, и они меня просто пригласили, что будешь в Питере, там, заходи, а в Питер я ездила, у меня командировки всякие были, вот в одной из командировок там, встречу назначили литераторов, которые мы вот так вот по интернету были знакомы,
И я имела возможность посмотреть на этих людей вживую, потрогать, за ручку пощупать. Да? Очень было одно интересное знакомство оказалось. Мы на самиздате, ну это называется Цайтус самиздат, где мы все познакомились, писал человек под ником, значит, было, я забыла, ну, в общем, была какая-то, то есть женщина. Вот. И когда мы познакомились в реальной жизни, это оказался мужчина с бородой, такой пожилой, в общем, мужик такой. Вот, ну, он писал под ником Белла там какая-то, я уже забыла. Вот, ну, в общем, забавно было, так оказалось тоже интересно всех увидеть вживую. Потому что все представляют. И вот как раз следующий вопрос хотелось задать по поводу этого самиздата. На сервере современной литературы самиздат при библиотеке Машкова, предназначенную для создания авторских литературных разделов, некоторые ваши произведения опубликованы под таким именем. Катя Кентавра. Откуда такой псевдоним? Ой, да, ну просто я стрелец по знаку зодиака, как бы символ вот этого знака, это стрельца, это кентавр, стреляющий из лука, да. Вот, ну и отсюда вот, собственно, я вообще раньше была по другим никому, в общем, такое. Может, поделитесь с нами? Ой, у меня псевдонимы мой путь к моему имени, он шел через ники всякие, Зараска сначала, потом просто был там, типа, Катя лошадь, ну что такое. Ну такое, ну очень все, я как-то не просто шла к своей судьбе, к тому, что надо писать под своим настоящим именем, просто мне тоже сказал, зашел один человек умный, хороший, и сказал, а что ты стесняешься-то, собственно, под своим именем, фамилией писать? Я говорю, ну, вроде как в литературе принято, все под никами пишут, под псевдонимами. Он говорит, ну, вот представь, говорит, завтра кто-то пойдет, выступает, и будет выступать с твоими стихами. Вот, и скажет, что это он написал. Чем ты докажешь, что это ты? Что вот это вот лошадь, да, и кентавр, что это ты на самом деле? Я говорю, ну как, ну вот у меня же там исходники, ничего подобного. Все будут знать его, он будет читать от твоего имени. А если ты будешь читать ты, то это ты. И, в общем, я как бы подумала, поразмышляла. Да, и все, действительно, чего мне бояться, что мне стесняться. Я не боюсь позорить свою фамилию, скажем так. Расскажите немножко о своих фантиках. Вы все произведения прозаические называете своими фантиками или только относите к ним воспоминания о детстве? Нет, не все. И вообще это были только специфические вот это вот фантики. Это ну, какая-то подборка за определенные, за разные периоды, скажем, детства своего, да, ну, я просто не делала градацию, там, 5 лет, 10 лет, неважно, это как собрались. Я почему их объединила под одним сборником как фантики, потому что каждая из них в чем-то где-то вот все описывается с точки зрения вкусовых восприятий. То есть я говорю, вот это вот там, ну там сладко, это вот пахнет клубникой. Ну, то есть вот какие-то, где везде идет как аромат, который может быть ассоциирован с какой-то вот с фантиком, с конфеткой, да, как не просто детство, да, что детство с ароматом конфет, а вот именно какие-то запахи природы, которые мне там клубнично-малиновый или еще что-нибудь. Вот где такая вот была ассоциация у меня, я их объединила, чтобы это была не просто смысловая подборка, что это детство и воспоминания о детстве, но еще чтобы были и вот такой, скажем, вкусовой оттенок у этого всего. Ну, как говорится, 3D мы делаем, да, чтобы человек еще мог и почувствовать вот такое. А вот вы некоторые свои стихи, кстати, тоже называете, что стихи 3D. Вот что это такое, более подробно, если рассказать? Лирика 3D. Да. Но мне кажется, что это как, ну, это мое восприятие, это мое ощущение. У нас, кстати, есть Наталья Стикина, да, вот она тоже пишет лирика 3D, но в ее восприятии лирика 3D это немножечко другое. Мы с ней вроде бы сошлись на том, что на этой лирике 3D, вот, но у каждого оказалось немножечко свое восприятие. И я считаю, что ну, для меня лирика 3D это когда в одном образе несколько раскрывается вещей, то есть ты видишь поверхностную картинку сначала, да, но в ней есть еще подтекст, а если еще завернуть туда, то там может проявиться еще третий какой-то, да. Вот такое, когда хочется додумать или, ну я по крайней мере пытаюсь, я стараюсь, я хочу это делать, мне это нравится направление, чтобы человек
мог не только поверхностный план увидеть, да, но и где-то еще вот какой-то подтекст, чтобы ему раскрывалось, как вот, и чтобы был вот этот эффект «Вау!», когда вот ты дошел до этого, то вот «Вау!». Это, можно я просто расскажу, откуда это пошло. Это я была на международном фестивале в Ялте. Чеховская осень был фестиваль в 2010 году. И у нас там были тоже мастер-классы, и нам читал такой Миронов Крымский, поэт ялтинский. У него был стих там, фрегату посвящен. И он описывает вроде бы фрегат, который сошел со стапелей, да, то есть вот это все интересно. Но он его описывает словами, которые... То есть он действительно вроде бы описывает фрегат, но он его описывает, как будто это человек, как будто это тоже моряк, понимаете? То есть вот... И это безумно интересно, когда одни и те же вот фразы, ну, у тебя встает два образа. Это вообще просто... Для меня это вот тогда случился эффект вау. Вот. И я... Ну, как бы мне нравится, мне хочется такое делать. Не знаю, не всегда, конечно, мне это удачно. Понятие такое существует, да? Есть такое, да. Ну вот, да, просто каждый по-своему вот, понимает какие-то вещи. Вот вернемся к вопросу о прозаических ваших произведениях. Их достаточное количество? Вы не думали издавать отдельный сборник прозаических ваших произведений? Да, есть. Я думала, я хочу это сделать, но мне бы очень хотелось сначала, может быть, где-то принять участие в каком-нибудь семинаре по прозе, потому что я по поэзии я участвовала в семинарах, это очень много дает на самом деле, участие в семинарах, которые у нас проводит Союз писателей Республики Коми. Не в каждом регионе такое проходит. Вот. И очень большое это на самом деле подспорье для пишущего человека, который только начинает это делать. Потому что что-то мы не знаем, какие-то вот есть свои фишечки, какие-то там приемчики, да. Ну, это великое дело на самом деле. Я вот в прозе не участвовала, мне очень хочется, ну хоть где-то там на задней лавочке посидеть, хоть послушать просто. Вот я надеюсь, мы уже вроде бы поговорили с председателем нашего Союза писателей, что когда будет проходить очередной семинар, что меня позовут, что я там где-нибудь уже буду просто хотя бы послушать. Я не говорю, я не разбирать, ладно, но я послушать хочу хотя бы, вот, ну поучаствовать где-то там, почитать, что люди дают. Не публиковать не вещи. Прозу я также на самоиздате в основном там размещала. Опять же, были не всегда серьезные, я уже из-за некоторых текстов я уже, конечно, краснею. Вот. Ну, можно сказать, что и размещено что-то там напечатано, но там была не совсем корректная печать, потому что мы вдвоем с одним парнем по интернету писали произведение. Ну, в общем, в итоге оно вышло без моего, скажем так, без меня, поэтому я не могу говорить, что это я там участвовала, хотя там мои фрагменты есть. Так что, в общем, если кто-то пишет по интернету с кем-то вот так, вот имейте в виду, что могут надуть. В одном из интервью рассказывали о своих недопеснях. Расскажите о них. Ой, это как? Я уже не помню, что это Ну, недопеснь. то есть вы какими-то своими стихотворениями, я так поняла, писали мелодии, да? Да, некоторые рождались именно как сначала как песни, то есть сначала появляется ритм, есть у меня такие вещи. Сначала появляется ритм какой-то, вот, то есть я ее слышу, эту мелодию, я делаю, потом у меня появляется только текст. Некоторые вот так и остались вещи, что есть вроде бы как мелодия, и какой-то там фрагмент, вот куплетик есть. Вот, и у меня все большая надежда, что я все-таки его допишу, потому что куплет-то получился неплохой, вот, но он один. Ну, так вот. Ну, это в одной штуке, которую я хочу написать. Ну, некоторые, получается, действительно, наоборот, да, сначала напишется стихотворение, но все равно, я не знаю, ко мне приходит сначала ритм, да, там, ну и идея какая-то, я говорю, вот, в основном у меня получается так, что я слышу первую строчку, ну, допустим, слышу там, или я ее придумала, да, я слышу первую строчку и последнюю, то есть между ними я еще не знаю, что там будет, но я знаю начало, и я знаю, к чему я хочу прийти. Вот у меня как бы такое, ну потом как-то вот накидывается, потом где-нибудь серединка появится, да, и вот так, такая гусеничка с началом и серединкой есть. Ну вот такое интересно, да, ну часто слышу ритм, да, потому что просто музыкальную школу заканчивала, наверное, как-то все через ассоциации, через мелодию, через музыку, очень джаз меня навевает, джазовая мелодия всегда как-то так. Исполняете сами песни сами?
Нет, не исполняю, просто говорю, вот если я слышу джаз, то у меня вот такое вот что-то, какие-нибудь блюзовые особенно там, мелодии, они меня очень побуждают к написанию. Но вы играете еще и на гитаре. Я играю, да, играю на гитаре, но не все, что я, ну я просто что-то делаю, мне есть именно как песни существует, и я не отношусь к таким вещам, как к серьезным стихотворениям. Вот есть у меня такие штуки, которые чисто как песенки такие, какие-то детские там, какие-то. В аннотации книги на пороге читаем. Самое любимое природное явление автора – дождь. Чем это связано? Не знаю, но это правда. Самое Я дождь. не понимаю. Ну, я очень люблю дождь на самом деле. Вот правда. Какая-то мистика. А любимое время года? Ну, я больше всего лето люблю. Ароматы, травы, это же безумие. Это, когда вот открываешь там, окно, и аромат скошенной травы, это же просто что-то, какая-то сказка просто. Не знаю. Любила, наверное, в детстве, просто когда в деревне была, у дедушки, бабушки. Вот, я очень, ну, нас маленьких ложили спать на веранде. И там, когда вот капает дождь, это же очень все слышно, поэтому по шиферу катится дождик, слезки стекают. И, ну, не знаю, как-то ассоциация уюта, тепла, какого-то такого, может быть, из-за этого, не знаю, может быть, с этим связано. Любите путешествовать? Очень, очень много. Где вы бывали, в каких странах, может? Ну, я в основном по Европе ездила. Я была в Италии, в Испании была, во Франции была где-то в Польше была, в Чехии была. Ну, Какая страна наиболее впечатлила вас? Или нашла отражение в ваших стихотворениях? Италия очень, очень меня впечатлила, Чехия очень впечатлила. Ну, Испанию я тоже очень люблю, но не знаю, как-то более на душу легло, наверное, мне все-таки Италия и Чехия. Вот. Чехию я просто, я ее обожаю, Чехию. Природа или что там у вас? Люди? И люди понравились, очень душевные люди. Как-то в Чехии чувствуешь себя как дома, потому что фактически нет этого языкового барьера. На самом деле все понятно. Вот славянские языки, оно все понятно. Может быть, где-то в обратном смысле, да, там, некоторые там. Потому что достаточно этих вспомнить там, вывески, что полиция ворует, да? То есть на самом деле, что она предупреждает воруя, ну, примерно такое. Вот, то есть это, конечно, очень интересно. Но все равно оно понятно, и когда там где-то там объясняешься, все равно славянину, мне кажется, все равно он поймет. Вот в этом плане очень интересно было бы. С кем-то еще, с хорватами мы как-то познакомились, общались на одном просто катере мы ездили, там экскурсия была. Вот, с хорватами тоже было очень интересно, что мне сестра там рассказывала, дескать, про свой развод. Вот, ну и когда там вместо слова «почему» он говорит «за что развелась?» Да? Ну, то есть что, за что? Ну, какие-то интересные. Ну, фактически ведь понятно, да? Все равно. Вот, поэтому Чехия, конечно, да, просто потому что это как дома, ты вроде бы и за рубежом и дома, а Италия это просто, я не знаю, это какая-то такая... Меня вообще поразило, что итальянцы, они на самом деле, вот говорят, что певучие, на самом деле они певучие очень, да, то есть меня просто поражало, что идешь по улице, где-то просто официант там расставляет столик и поет голос такой, как вот оперный поставлен, ну просто сумасшествие. Девчонки идут да, по улице, ля-ля-ля, и раз запели там втроем, подхватили, вот, ну это же здорово, это же свобода какая-то внутренняя, да, такая, она, ну песня, она дает тоже свободу для души и для общения. Это вообще великолепно. Ну просто это очень красивая, конечно, страна и культура, вот, поэтому... Италия, Рим, ну, и много городов ездила. Вот, повезло мне повезло. Я еще успела до всех этих коронавирусных до всех этих конфликтов я успела все это повидать. И... По республике путешествуете? По республике ездила много, может быть, всего просто работу мне пришлось. Я была и в Воркуте была, и ну, в Печоре я работала, просто в Троицко-Печорск ездила, в Ухте была. Вот. Ну, в Устюме, в Устюмском районе, естественно, у меня тоже
У меня там просто родители живут в Устинском районе, на Лударе была тоже, ну, в Привозе была, много везде ездила. Но я не была в Инте, и я не была в Усинске. Ну, вы же тоже в Устине. В общем, есть еще куда поездить. Да, ну так, конечно, в республике тоже есть. Чем занимаетесь в настоящее время? Ну, своей деятельностью юридической, да. Просто я вышла уже на пенсию по выслуге лет. Я начинала сначала в прокуратуре, потом в Следственном комитете поработала. Вот, и сейчас вышла на пенсию по выслуге лет. Мне просто захотелось позаниматься чем-нибудь не связанным с уголовным правовым процессом, гражданским правом мне очень сейчас интересно. Хочется немножко просто развиваться в другом направлении, скажем так, когда ты все благополучно складывается, слава богу, в одном направлении, и хочется немножко попробовать себя в другом, да, тем более, что уже, как говорится, на хлеб с маслом заработали, да? Потом осталось заниматься своим развитием умственным. Вот. Но и мне кажется, что все-таки, когда на пенсии, побольше времени на творчество. Вот. Поэтому тоже этим хочется заниматься. Есть ли у вас свои произведения, любимые ваши произведения? Вот какое-то стихотворение, может быть? Конкретно Ну, есть? Есть, как говорится, я их называю программные, да, это эти стихотворения. Наших читателей? Ну, я очень люблю сейчас киты. Мы с тобой киты, мы плывущие рядом. И ты подставляешь свой бок, если плыть не становится трудно. Если черной грозой мелькнет китобойное судно, ты меня прикрываешь собой, спрятав в толще воды. Плавники вместо рук, полуслед, под водой близорук. Не боишься жестокой, неравной, отчаянной схватки. Ты поешь, и, заслышав тебя, уплывают касатки. Океанские волны несут о любви ультразвук. Мой угрюмый герой, я прошу, свое сердце прикрой. Пусть не знает никто, что оно, как любое, ранимо, что оно горячее самых жарких объятий гольфстрима и так сильно стучит, если я прижимаюсь. Вот. Это, ну, такое, которое я люблю и люблю его читать. Я их называю программой, потому что вот как бы на концертах, если что-то, то я вот его всегда стараюсь прочесть. Ну, может, потому что оно там личное, там себя связано с разными личными моментами. Вот. Ну, есть какие-то другие вещи, которые тоже мне нравятся, но в основном я так пересматриваю свой пантеон, скажем так. Ну нет, конечно, пантеон это слишком громко сказано, но так просто список меняется. Когда вот читала ваше стихотворение, очень забила стихотворение, очень понравилось «Снежный человек». Я его выложила в группу, выложила у себя на стене, и очень большой отклик оказался. Писали личные сообщения, узнавали, что за поэт, кто такой. Какие-то комментарии оставляли, перепосты делали. Можете это стихотворение что-то наших читателей тоже зачитать? А вот, может быть, прочитать? Пробираясь сквозь метели и бураны, окуная стопы в устье горных рек, миновав удачно яму и капканы, шел любви навстречу снежный человек. Он в пути питался только мхом зеленым, и от взглядов прячась тут же падал в снег. Шел любви навстречу по уши влюбленный, улыбающийся снежный человек. А над ним, смеясь, шептались ели, клены, словно в море южном волны гривых бег. Он спешил любви навстречу, окрыленный, чуть замерзший, очень нежный человек. Спасибо. Надеюсь, я не торопюсь. Пару слов, какие-то обращения к нашим читателям. Ой, обращение, наверное, такое. Надо читать. На самом деле чтение книг дает очень большое развитие. Вот, это, собственно говоря, это дополнительно, это 3D, это новый мир совершенно другой. То есть ты живешь в привычном реальном мире, и благодаря книгам ты можешь открыть мир другого человека, того, кто создал какое-то произведение, книгу написал. Он позволяет, благодаря книге, он открывает таким образом свою дверь в свою душу, да, и позволяет тебе прийти к нему. Вот, и если ты не прочтешь эту книгу, как к нему туда пойдешь, а там ведь интересно, и там ведь очень интересно, это же здорово познавать такое. Вот. Потому что то, что ты можешь потрогать, пощупать, ты всегда это сможешь потрогать и пощупать. А для того, чтобы
прийти в гости в душу к другому человеку. Для этого нужно либо столкнуться с ним, пообщаться, либо мы, к сожалению, не всегда можем уже пообщаться с теми, кто ушедшие, скажем, от нас. И вот благодаря таким вещам, как книги, мы можем прийти и посмотреть в душу Шекспира. Даже фантастика, Цветаева, какая глубина. Спасибо вам большое за интервью небольшое, спасибо вам за ваши добрые пожелания и вам дальнейших творческих успехов. Вам спасибо.